Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Сарглана Захарова. РУСАДА является одной из образцовых антидопинговых организаций в мире. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Также он добавил, что на сегодняшний день Россия является одним из ярких образцов борьбы с допингом. Сегодня мы стоим практически в авангарде этого движения. Достаточно вспомнить, что Олимпийский комитет является соучредителем Национального антидопингового агентства РУСАДА, которое на сегодняшний момент полностью восстановлено, функционирует и является одним из самых классических и правильных образцов антидопинговых организаций, чтобы об этом не говорилось. Поздняков добавил, что 1 июня в Москву приедут руководители Международного олимпийского комитета, руководители ВАДА для того, чтобы очередной раз подчеркнуть, что неприятная страница взаимоотношений с международными спортивными организациями перевернута. Напомню, РУСАДА восстановили в правах после трехлетнего отстранения прошлой осенью. Сборная России по хоккею забросила 10 шайб итальянцев в матче чемпионата мира и не получила ни одного ответного гола в свои ворота. Счет 10-0 – это уже 4-я победа подряд в текущем чемпионате, который проходит в Словакии. Тренерский штаб произвел одну перестановку, переведя нападающего Кирилла Капризова в тройку к Сергею Андронову и Илье Ковальчуку. В прошлой встрече против команды Чехии форвард ЦСКА был 13-м нападающим и провел на льду чуть более минуты. В матче с итальянцами он находился на площадке 13 минут 52 секунды. Роль 13-го форварда досталась Ивану Телегину. Первый же гол российский защитник Никита Зайцев забил уже на 31-й секунде. Также в стартовом отрезке впервые на чемпионате мира удалось отличиться нападающим Вашингтона Александру Овечкину и Евгению Кузнецову. Еще один гол на счету Динара Хафизуллина. Во втором периоде отличились Илья Ковальчук, Евгений Додонов, Михаил Григоренко и Никита Кучеров. Додонов оформил дубль. Стоит отметить, что впервые на нынешнем турнире команда отличилась 10 раз в одном матче. Ранее 9 раз поражали ворота соперников швейцарцы, шведы и датчане. Кроме того, гол на 31-й секунде Никиты Зайцева признан самым быстрым в чемпионате 2019 года. До этого автором самой быстрой шайбы был шведский нападающий Александр Венберг. В матче против команды Норвегии он отличился на 39-й секунде. Екатеринбургский «Урал» сыграл ничью с Тульским «Арсеналом» в гостях со счетом 2-2 в ответном матче полуфинала Олимп Кубка России по футболу. Первая встреча завершилась победой екатеринбургского клуба со счетом 1-0. «Урал» по сумме двух встреч вышел в финал турнира. В составе «Урала» голы на счету Эрика Бекфалви и Отмана Эль-Кабира. На 58-й минуте встречи защитник гостей Вараздата Раяна отправил мяч в свои ворота. На 67-й минуте отличился игрок «Арсенала» Резуан Мирзов. Эль-Кабир на 24-й минуте встречи не смог реализовать пенальти, однако был первым на добивании и отправил мяч в ворота. Бекфалви на 34-й минуте матча получил прямую красную карточку. «Урал» во второй раз в своей истории вышел в финал Кубка России. В предыдущий раз клуб выходил в финал в сезоне 2016-2017. Решающие встречи Кубка пройдут 22 мая на стадионе «Самара-Арена». Второй этап фестиваля «Готов к труду и обороне» среди общеобразовательных учреждений прошел в Ленске. В испытаниях участвовали команды 5 городских школ и 2 команды из Беченчи и Ортонахара. За процессом сдачи нормативов наблюдали и наши коллеги. Комплекс ГТО школьники Ленского района начали сдавать в 2015 году, а на уровень фестиваля вышли только в прошлом. Он проводится в несколько этапов и состоит из 9 нормативов. Каждая школа собирает команду из сильнейших участников для муниципального этапа. По итогу лучшие отправятся на фестиваль ГТО республиканского уровня. По итогам фестиваля мы отбираем команду на республиканские соревнования, а там будет формироваться команда на общероссийские соревнования. Поэтому данное движение набирает обороты, и все больше и больше количество участников принимает в нем участие. В апреле во время первого этапа ребята стреляли из пневматической винтовки, прыгали в длину с места, подтягивались, отжимались, качали пресс. В программу второго этапа вошли 2 вида – скоростной бег на 60 метров, бег на 1200 и 2000 метров и метание мяча. Ребятам без специальной подготовки выполнить норматив на знак отличия совсем непросто. А вот школьникам, которые нашли себя в спорте, нормы ГТО гораздо доступнее. Вообще я занимаюсь легкой атлетикой, и мне не сложно. А что самое сложное для тебя было и почему? Метание мяча, потому что я по нему не тренировалась. По разным причинам не все ребята готовы показать самый высокий результат. Зато школьники поняли, что к сдаче нормативов ГТО нужно готовиться, и тогда доступны все значки – от бронзы до золота.
Нормативы, в принципе, не очень высокие, так сказать. Здесь не надо обязательно быть спортсменом, там, заниматься каким-то. Ну, конечно, нужна какая-то подготовка, нужно готовиться, заниматься. И вполне реально сдать нормативы, получить значки ГТО. В прошлом году в Ленском районе комплекс ГТО сдали более 100 ребят. Иметь знак отличия ГТО сейчас стало почетным. Есть и другой интерес. Абитуриенты, имеющие золотой знак, могут получить дополнительные баллы КГ при поступлении в ВУЗ. Марина Крутихина, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Это были новости спорта. Всего доброго.